Встреча главы Якутии с журналистами прошла впервые с начала пандемии, так что за это время вопросов у журналистов различных изданий и телеканалов накопилось множество. Всего была озвучена пару десятков вопросов. Одной из первых, актуальная в эти месяцы, тема экологии и лесных пожаров. Отвечая на вопросы по поддержке аграриев в столь сложный для них период по кормозаготовительным компаниям, руководитель региона отметил, что меры по их поддержке были приняты заранее. Создавались мобильные бригады, работающие на отдаленных участках. Кроме того, неотложные меры по кормозаготовке и организации зимовки скота будут приняты по наиболее пострадавшим от лесных пожаров муниципальным образованиям. Мы уже приняли решение, что часть сена мы будем завозить извне республики. Я благодарен нашим коллегам из других регионов. Это и Амурская область, Забайкальский край, это и Магадан, которые уже дали нам возможность сено заготавливать, специально под нас заготавливали тоже. И в итоге у нас уже сегодня там где-то 23 тысячи тонн сена уже имеется, да, которые мы должны будем сюда вывозить. Задача себе стоит быстрейшие, кратчайшие сроки начать уже вывоз сена по тем районам, где совсем мало будет. Вот. Ну и потом уже зимой в установленном порядке и извне республики, и внутри республики перераспределение заготовленных объемов кормов сделать. Глава республики затронул вопросы организации задач по снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Айсен Николаев отметил, что, несмотря на то, что ситуация в республике с ковидом остается напряженной, по числу смертности регион находится в числе последних в стране. Уровень вакцинации в Якутии достиг 75%, но имеется ряд районов, где уровень только 55%. Сегодня болезнь уходит в районы и даже в маленькие поселения. И причем там, где мало вакцинированных, там, конечно, результаты хуже всего. Вот приходят в деревню, где 20% вакцинированных, все, в этой деревне там один человек заболевает, за ним заболевает там уже десятки людей. Это вообще трагедия, так? Мы никак не можем вот эту волну недоверия к вакцине пока преодолеть до конца в некоторых районах. Несмотря на работу по борьбе с ковидом, не снижаются темпы по подключению к оптоволоконной линии связи населенных пунктов. В числе первых улусов 100% подключившихся к ВОЛС стал Хангаласский район. И эта работа будет продолжена в других муниципалитетах. Сегодня доступ к скоростному интернету имеют 88% населения региона. Задача увеличить эти проценты, в том числе уйти в сторону Арктики, где сделать это намного сложнее. У нас вот опыт уже есть. Мы в прошлом году довели линию высокоскоростной линии связи до Оленька. И сейчас мы надеемся, что с Ростелекомом все-таки найдем взаимоприемлемое решение, и оно пойдет оттуда на Желенду и потом уже на Саскалах, потом на Илюнхая, это уже Анабар, и выйдем на берег моря. Да? Решение практически есть, и технологически осталось нам по финансам договориться, с учетом того, что районы Оленевский и Анабарский достаточно самодостаточные и, надеюсь, будут принимать участие в софинансировании, мы эту проблему решим. Отвечая на вопросы по ситуации с ростом цен на жилье, глава республики отметил, что здесь важной составляющей является активная застройка, и в первую очередь в самой столице. Сегодня рынок спроса на новостройки превышает предложение, и правительство региона делает все возможное, чтобы урегулировать эти вопросы и стабилизировать рост цен. Бюджетный инфраструктурный кредит, который первыми в стране мы получили из всех регионов, мы как раз направляем на создание инфраструктуры, то есть на теплоснабжение, водоснабжение, вот и южной части города, чтобы там имелась возможность строить жилье. И она появляется не только для микрорайона воинской части, так, а уже появится в целом для южной части, там почти 500 000 квадратных метров жилья можно будет построить. И другие проекты мы тоже будем по Якутску продвигать. Кроме того, вопросы коснулись авиакомпании «Якутия». Айсен Николаев высказал недовольство работой региональной авиакомпании, в том числе по количеству задержанных рейсов. По его мнению, по компании давно настало время принять серьезные кадровые решения. Ульяна Шагина, Джулус Накентьев, Хангаласский улус.